Днем корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит у нас в республике и за ее пределами. И сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых главных ее событиях. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы расскажем сегодня. Заместитель председателя правительства России, полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев с двухдневным рабочим визитом побывал в Якутии. Он провел ряд встреч по ключевым моментам развития региона. Скажем так, добиваюсь не только четкости работы в рамках Северного завода. Я хочу, чтобы жизнь на Дальнем Востоке стала дешевле. А Северный завод – один из ключевых инструментов для того, чтобы этого добиться. Главное богатство Якутии – это молодежь и ее потенциал. Второй ежегодный молодежный фестиваль «Мусустар» собрал самых активных и талантливых ребят со всей республики. Ну, тут очень хороший зал. Это, во-первых, есть условия, где тренироваться, готовиться к соревнованиям. А во-вторых, дети все очень стараются, и это видно. Они прям выходят, улыбаются. Конференции, конкурсы, образовательные и менторская программы, онлайн-выставка. Стартап-тур фонда Сколково прошел в столице региона. Расскажем все подробности. Это скорее такая уже, по сути, экосистема мер поддержки. Мы просто предлагаем в каждом случае стартапу помочь, проконсультировать, по какой траектории лучше всего идти. То есть комбинацию скорее собрать, вот такую индивидуальных, может быть, рецепт какой-то, какие именно режимы, какие именно меры стимулирования можно сейчас использовать. Как новые технологии в строительстве облегчат жизнь обычных граждан, покажем, где и какие новшества используют строители многоэтажек. Внутри подвала у нас теплопункт стоит, значит. То есть стоят теплообменники и стоят насосы. То есть у нас замкнутая система отопления, то есть она более долговечная, потому что один раз залив водой, она не меняется, то есть она меньше ржавеет, меньше отложения различных там солей, металлов и прочее, прочее. Обо всем этом и не только смотрите в ближайший час. В первую очередь уголь для страны, а потом на экспорт. Полпред президента страны в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев провел совещание по работе компании «Росгидро» во время своего двухдневного визита в Якутию. Он отметил, что по компании есть осложняющие факторы как по структуре поставок, так и вопросы, связанные с объемом. Между тем, есть общее решение, которое поддерживает и Министерство энергетики страны, и другие участники совещания. Это обеспечить поставку угля в первую очередь на внутренний рынок, резюмировал Трутнев. Там сегодня есть ряд, скажем так, осложняющих факторов, прежде всего связанных со снижением добычи угля на ГУКе Денисовской, практически в 2 раза из-за землетрясения. И это поменяло структуру поставок угля, потребовало закупки угля другой сортности по другой цене. Есть и вопросы, связанные с объемами. Вот общее, так сказать, решение, которое поддерживает и Министерство энергетики, и другие участники совещания. Мы должны прежде всего обеспечить поставки угля на внутренний рынок, обеспечить безопасность населения, возможность людям жить в комфортных условиях. А вот уже только после этого компании имеют право поставлять на экспорт и зарабатывать прибыль. Также Юрий Трутнев провел ряд совещаний, связанных с ситуацией, складывающейся на потребительском рынке региона. Они коснулись в первую очередь цен на продукты и товары первой необходимости, а также вопросов их завоза в Якутию и другие регионы. О чем говорили и что обсуждали в эти дни, материал Ульяны Шагиной. В условиях санкций, которые применяются в недружественных странах по отношению к России, происходит деформация в экономике, в логистике, отметил Юрий Трутнев, открывая совещание по ситуации на потребительском рынке Якутии. Он отметил, что сегодня важнейшей задачей правительства страны и руководства всех субъектов остается соблюдение интересов жителей в условиях санкционного давления Запада. Мы все прекрасно с вами знаем, что в прошлом году тоже в связи с изменением транспортной логистики увеличилась нагрузка на Северный морской путь. И, к сожалению, вовремя наши перевозчики с этой проблемой не справились. Ряд судов встали, их потом была создана специальная рабочая группа при Минтрансе, их потом развозили буквально в ручном режиме. Но из этого надо делать выводы, и к следующему сезону надо готовиться не с точки зрения снова все вручную дирижировать, а с точки зрения создания
оперативной системы управления. Вот эта задача тоже у нас стоит. Между тем, Юрий Трутнев положительно оценил меры поддержки, которые сегодня принимает правительство Якутии в отношении региональных предпринимателей, в том числе занимающихся завозом продовольствия в регион. Отвечая на вопросы журналистов, глава республики Айсен Николаев отметил, что сегодня по этому вопросу в Якутии приняты ряд важных решений. Один из них касается поддержки малого бизнеса. Самое большое решение, которое мы приняли в целом для всего малого бизнеса, это уменьшение в разы налогов по упрощенной системе налогообложения с 10 до 5 по системе доходы минус расходы и с 5 до единицы там, где доходы. Так? Это, безусловно, очень серьезно поддерживал бизнес. Цена вопроса для бюджета – это 2,5 миллиарда рублей выпадающих доходов. Мы на это пошли абсолютно осознанно, потому что в этом году мы должны бизнесу помочь. И мы сейчас это видим. Вот сейчас бизнес откликнулся. Вот в пути сейчас постоянно в сторону Якутии находится от 1500 до 1700 вагонов с продовольствием, с продукцией технического назначения. То есть всего того, чего бизнес сюда везет именно как раз для обеспечения нужд и республики, предприятий, целого населения. Кроме того, обсуждены вопросы северного завоза. Сегодня северным завозом обеспечивается снабжение 25 регионов страны. Завозится более 3 миллионов тонн грузов. Полпред обратил внимание на организационные вопросы по северному завозу, подчеркнув, что в этой сфере должна быть создана оперативная система управления. Товары должны быть привезены в срок и с минимальной наценкой, подытожил Трутнев. Все продовольствие, необходимое людям, должно быть привезено в срок и с минимальной наценкой. Вообще, я вам честно совершенно скажу, что, обсуждая отдельно, вынося вопрос северного завоза, я, скажем так, добиваюсь не только четкости работы в рамках северного завода. Я хочу, чтобы жизнь на Дальнем Востоке стала дешевле. А северный завоз – один из ключевых инструментов для того, чтобы этого добиться. Между тем, за летнюю навигацию этого года в Якутию должны завезти 1 800 000 тонн различных грузов, топлива, продовольствия, продукции технического назначения, отметил глава региона Айсен Николаев. Якутия не может ждать наступления летних месяцев, и все закупки будут осуществляться уже в марте. И правительство региона должно сконцентрировать достаточно серьезные финансовые средства, чтобы сделать закупку, отметил Айсен Николаев. Кроме проблем по финансам, конечно же, есть проблемы повышения оптовых цен у поставщиков, есть проблемы транспортной логистики. Но я очень благодарен, что вот Юрий Петрович сегодня провел совещание с участием руководителей федеральных органов исполнительной власти, на которых даны очень конкретные поручения, начиная от поставок топлива, угля, нефтепродуктов, работы морского транспорта, железнодорожного транспорта. Поверьте, вот как раз это те вещи, решение которых позволит нам навигацию и вообще северный завод в целом провести на высоком организационном уровне. Кроме того, к мерам, направленным на снижение стоимости северного завоза, можно отнести субсидирование процентных ставок привлекаемых кредитов. Об этом также говорили на совещании, а также запуск контейнерной линии, которая позволит завозить продукты и товары надежно и по приемлемым ценам. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутия, день за днем. Якутянам, которые участвовали в прошлом году в тушении лесных пожаров, Юрий Трутнев вручил почетные грамоты президента Российской Федерации. Прошлый год был трудным для Якутии. Тысячи людей боролись с пожарами и спасали жилье и населенные пункты, отметил Трутнев. В этом году принят целый ряд мер для увеличения финансирования противопожарных мероприятий. Юрий Трутнев выразил надежду, что такой ситуации больше не будет. Среди награжденных первый заместитель главы Сунтарского района Николай Александров. Он поблагодарил всех жителей и членов оперативного штаба за помощь и содействие в тушении лесных пожаров на территории района. Для меня лично год был, когда я был назначен первым заместителем председателя правительства, который курирует непосредственно эту работу. И этот год, конечно, безусловно, останется, как говорится, на всю жизнь. И сегодня ту оценку, которую нам оценили, и те награды, которых мы получили, я считаю, что это награда в нашем лице всем якутянам, всем тем людям, которые участвовали. Того же вот Александрова Николая Павловича, который работал в Сунтарах. Я считаю, что это награда всем сунтарцам. Егора Никитича Павлова, это Татинского района, это награда всех татинцев. Егора, Алексея, вот, молодых людей, это всей молодежи, которая у нас сегодня, как один кулак, работали в тушении
наших лесных пожаров той бедой, которая оказалась наша большая Якутия. В Якутске на этой неделе прошел технологический марафон фонда Сколково Open Innovation 2022. С торжественным открытием стартап-тура участников и организаторов поприветствовали Юрий Трутнев и Айсен Николаев, отметив, что развитие IT-отрасли и технологического предпринимательства является приоритетным направлением для развития реального сектора Якутии. Уверен в том, что сегодня инновации, разработка новых технологий имеют исключительное значение для России. Это именно тот путь, который позволит нам не только выстоять, но и победить. Сегодня по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина для IT-отрасли подготовлен целый комплекс мер поддержки. Это и льготные кредиты под 3%, это и обнуление налога на прибыль, мораторий на проверки, практически все проверки. Аналогичные меры поддержки созданы и в Дальневосточном федеральном округе. Вот только что мы смотрели один из первых проектов, который профинансирован фондом «Восход». Фонд «Восход» создан в сентябре прошлого года на предыдущем Восточном экономическом форуме. И его задача – это венчурные инвестиции во все технологичные области. В свою очередь, глава республики Айсен Николаев выразил уверенность, что наши темпы развития IT-отрасли будут только нарастать, в том числе благодаря серьезной государственной поддержке. Сегодня в городе Якутске мы начинаем очередной этап стартап-тура. На самом деле это наш ответ – санкции. Нас пугают, что все айтишники из Якутии то ли уже убежали, то ли собираются убегать. В России уже айтишников мало что осталось. Это на самом деле абсолютная ложь. В Якутии сегодня работает в IT-отрасли 3800 человек. Совсем недавно, в 2018 году, когда мы с вами начинали бурное развитие IT-отрасли, работало 1200. И я уверен, что наши темпы сейчас не только не замедлятся, они еще ускорятся. Потому что проекты, которые у нас появляются, они сегодня могут получить очень серьезную государственную поддержку. Благодаря президенту, благодаря правительству страны сегодня огромная работа проводится. Ну а если более подробно говорить о стартап-туре фонда Сколково, можно отметить, что это уникальный проект, позволяющий проверить свои силы как начинающим предпринимателям, у которых проект пока только на бумаге, так и действующим предпринимателям, которые уже начинают выводить готовые проекты на рынок. Все подробности стартап-тура смотрите далее. Стартап-тур фонда Сколково проводится в республике уже 4-й раз. Это мероприятие направлено на поиски лучших технологических решений и популяризацию инновационного предпринимательства. Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, эксперты прогнозируют скачок в развитии IT-отрасли в самое ближайшее время. Тем более меры поддержки отрасли, как федеральные, так и на региональном уровне, в этом году просто беспрецедентные. Меры поддержки очень своевременны. Вот недавно проводили встречу с этими компаниями. Они сказали, что очень нужные меры поддержки и важные, такие как освобождение от аренды в эти парки. Вот они благодарны очень главе нашему, что такая мера принята. Это, получается, все компании, которые в эти парки есть, они их получат эту меру поддержки до конца года освобождения от аренды. А также очень были благодарны меры поддержки, что льготные кредиты, мы пока еще не знаем, как они будут выдаваться, да, по 3% годовых. Также освобождение от платы по налогу на имущество, что глава тоже наш объявил, тоже очень поможет. И эти компании настроены работать здесь, в Якутске, никуда не уезжают. Благодаря сотрудничеству технопарка Якутия и фонда Сколково резиденты IT-парка Якутск могут рассчитывать и на дополнительные меры. Подписали соглашение с фондом Сколково в 2012 году, да, 10 лет работаем, и у нас есть уже резиденты Сколково, которые получают поддержку, сидя в Якутске. Было же изменение федерального закона, то есть можно на Ленина 1 прописаться и получать федеральные льготы или грантовую поддержку. В этом году на участие в стартап-туре были поданы свыше 100 заявок, однако для участия в конкурсах по различным направлениям были отобраны по 5 лучших проектов. Так, в направлении биотехнологий в медицине и сельском хозяйстве принимала участие известная своими IT-разработками в области медицины компания «Сайберия». В целом в здравоохранении есть такое направление, называется система помощи принятия врачебных решений. То есть это когда система для врача определенное количество характеристик делает подсчет, чтобы снизить рутину и чтобы врач мог более углубленно погрузиться в случай и принять
решение и таким образом поставить более точный диагноз. Но и для тех участников стартап-тура, чьи проекты не вошли в конкурсную программу, были организованы менторские слушания, где каждый желающий мог получить профессиональную оценку экспертов фонда Сколково и советы, как тот или иной проект доработать и сделать его конкурентоспособным. Это скорее такая уже, по сути, экосистема мер поддержки. Мы просто предлагаем в каждом случае стартапу помочь, проконсультировать, по какой траектории лучше всего идти. То есть как комбинацию скорее собрать вот такую индивидуальных, может быть, рецепт какой-то, какие именно режимы, какие именно меры стимулирования можно сейчас использовать. То есть диапазон просто беспрецедентно большой сейчас. Приветствуя участников стартап-тура, заместитель председателя правительства, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отметил, что на сегодняшний день Якутия уверенно занимает первую позицию по инновациям на Дальнем Востоке, производя 85% экспорта IT-услуг. Но, тем не менее, есть куда двигаться дальше. Работы внутри России много. И Константин сказал, что общий объем даже B2B сегмента этой компании — это 10 триллионов рублей. Да? То есть огромный рынок. Даже если это будет не 10 триллионов, пусть это будет 1/10 часть, это огромный рынок. Поэтому это окно возможностей. Мы смотрим на это оптимистично. Сколько это окно возможностей продлится, мы не знаем, но надо точно очень быстро эту нишу заполнять. И мы надеемся, что якутские компании там займут достойную нишу. Все полуфиналисты получили приглашение на бесплатное участие в международной конференции «Стартап Village-2022», которая пройдет в Москве в конце мая. Ну а победителем и обладателем 300 тысяч рублей стал резидент технопарка «Якутия», индивидуальный предприниматель Геннадий Бубенчиков с проектом «Батрак». Его проект легкий в использовании мини-погрузчик, предназначен для уборки снега, переноски и погрузки песка или щебня. Иван Лазаренко, Григорий Охлопков, Григорий Григорьев, Якутск. Мы продолжим сразу после короткой рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Мы продолжаем программу. Мусустар, молодежный ежегодный фестиваль, второй раз проходит на этой неделе в Якутии. В рамках фестиваля в том числе обсудили, как привлечь молодое поколение к работе в сельском хозяйстве. Встреча прошла в здании Министерства сельского хозяйства, где собрались студенты агротехнологического университета и сельхозтехникума. Как было озвучено на встрече, из выпускников высшего и среднеспециального аграрного учебного заведения только 33% работают в этой сфере. Поэтому стоит задача повысить этот показатель на 50%. Между тем, предусматривается поддержка для стимулирования молодежи к сельхозработе. Например, выпускникам оплачивается подъемная выплата. Всего такую выплату получили более 380 молодых специалистов. Тех выпускников, которые выезжают, будут на работу в Арктическо-Северные районы, размер выплат варьирует от 12 тысяч до 22,5 тысяч рублей. Это зависит от уровня образования. А если выпускник выезжает в центральные районы нашей республики, то размер выплат варьирует от 9 до 15 тысяч рублей. И за прошлый год такие выплаты получили 386 молодых специалистов. Общая сумма расходов бюджета составила 301 миллион рублей. И в этом плане мы говорим о том, что размер выплат был увеличен в 2020 году сразу в 1,5 раза. Ну а Министерство образования и науки республики в рамках молодежного фестиваля «Мусустар» презентовало образовательный трек «Молодой ученый». Первое мероприятие в формате мастер-класса прошло в стенах Института мирзлатоведения. Темой обсуждения стало, как правильно заполнить грант, чтобы повысить свою конкурентоспособность в научной среде. Лидия Гасанбалаева узнала, почему именно эта тема столь актуальна. Жизнь ученых – это не только экспедиции и открытия, но и кропотливая рутинная работа за столом. Чтобы продвинуть свое открытие или выйти с ним на международный уровень, нужно финансирование. И для этого ученые пишут гранты. Один из важнейших источников финансирования науки – это внебюджетные фонды, гранты. И если вы хотите что-то сделать и добиться каких-то результатов, то желательно вам получить грант. И гранты довольно крупные сейчас, поэтому это большая перспектива для многих исследователей.
В институте мерзлотки молодых ученых немало. Среди них Анатолий Кириллин. Он признается, путь ученого очень тернист. Желание заниматься наукой должно идти от сердца. Ученый должен быть пытлив и любопытен. И только тогда ему откроется дорога в увлекательный мир исследований и новых знаний. Ну, конечно, самое главное – это желание человека работать в направлении науки. У меня было желание с детства, скажем, со школьной скамьи. Потом уже в университете я это продолжил. Курсовые, дипломные работы. Потом здесь уже поступил на работу в Институт миротворения, сам желаю этого. За эти 10 лет, конечно, каждый год мы проводим экспедиционные работы, уезжаем на полевые исследования. Я лично сам участвовал в Красноярском крае, по всей республике, можно практически сказать. В мастер-классе, которое прошло в очно-заочном формате, приняли участие более 100 человек. Это говорит о том, что наука сегодня интересна молодому поколению якутян. И отрадно, что именно эта сфера в этом году стала ключевой темой молодежного фестиваля. Каждый житель нашей республики может зайти на сайт Северо-Восточного федерального университета, и там вся программа, все ссылки, они кликабельные, ссылки на Zoom, и сидя у себя дома или там где-то с другого точки республики, посетить все любые мероприятия, которые у нас проходятся в рамках вот этого МУСУ-СТАР трек «Молодой ученый». Помимо лекций, мастер-классов и круглых столов, в эти дни начала свою работу республиканская научно-техническая выставка «Молодежь, наука, бизнес» в год столетия якутской автономии. Здесь представлены разработки молодых исследователей и изобретателей, которых по всей Якутии не один десяток. Лидия Гасанбалаева, Ульяна Шагина, Илья Сыромятников, Якутск. Безусловно, программа фестиваля включает не только научные, но и спортивные и культурные мероприятия. Так, известный российский кинорежиссер Андрей Кравчук, постановщик таких картин, как «Адмирал», «Викинг», «Союз спасения» и других, провел мастер-класс. Участники мастер-класса под названием «Взгляд изнутри на профессию режиссера» узнали, как рождается замысел фильма и проходит путь от идеи до реализации. Спикер рассказал, с чего начинается путь кино, на что стоит обратить внимание будущим режиссерам и сценаристам. Также он оценил работы победителей трека «Кинематография и искусство». В рамках мастер-класса впервые в Якутске прошел показ нового фильма Андрея Кравчука «Однажды в пустыне», посвященного событиям в Сирии середины 2010-х годов. Сегодняшний трек представлен мастер-классом от Андрея Кравчука, в рамках которого он расскажет, как снимается кино, на что обратить внимание непосредственно режиссеру. Будет разбор сценариев, потому что был проведен конкурс сценариев. И в этом смысле это бесценный опыт, который получат победители, потому что рекомендации все-таки от опытного режиссера, да, как снимать кино, на что обратить внимание уже по готовому сценарию, дают этому фильму потенциально в будущем больше шансов. Фестиваль МУСУ-СТАР этого года – это выход на новый уровень традиций. Стартовавший в 2021 году, конкурс журналистики и блогинга проводится в рамках фестиваля и становится неформальной площадкой для развития и поддержки талантливой молодежи. В Республиканском медиацентре прошла дискуссия на тему «Блогеры в условиях новой реальности. Перезагрузка». Известный тикток-блогер Фросик Фрося, блогер Елена Самарукова, ведущий Матч ТВ Карен Адамян и руководитель региональных представителей ВКонтакте Татьяна Маркина делились своими профессиональными взглядами, а также проводили мастер-классы для участников конкурса. Я хотел быть футбольным комментатором. Очень. Я мечтал, невероятно мечтал, но понимал, что 14-летний комментатор – это невозможно. И понимал, что впереди очень много работы, где-то грязной работенки, то, чего ты, может, не очень хотел бы делать, но надо делать, чтобы набираться опыта и дождаться своего шанса. Я много работал там ночами, в том числе во время школы. И вот в итоге, не знаю, там случился в 2012 году конкурс футбольных комментаторов на канале «Россия-2», который сейчас Матч ТВ. И я стал одним из 2 победителей. К самовыражению через танец. В Якутске прошел мастер-класс хореографа Егора Дружинина. В рамках встречи с молодежью со всех уголков республики наставник шоу «Танцы» ответил на вопросы юных танцоров, дал ответы на интересующие вопросы, а также поделился творческими секретами. Помимо мастер-класса, Егор Дружинин также поставил танец вместе с молодыми любителями. Я очень рад приглашению и надеюсь, что наша встреча будет с вами полезной. И для вас, и для меня, наверное, потому что я в Якутске первый раз, и с вами еще не общался, и, возможно, вы узнаете что-то полезное для себя, а может быть, что-то полезное
удастся выяснить и мне. Ну а во Дворце спорта 50 лет Победы с показательным номером в рамках фестиваля выступили многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины. На данный момент звездные сестры после чемпионата России отдыхают и восстанавливаются, пока не думают о приостановке спортивной карьеры. Юные спортсменки показали концерт от имени сообщества Федерации художественной гимнастики Республики. В конце мероприятия сестры Аверины пообщались с детьми и провели автограф и фотосессию. Как они сами отмечают, секрет успеха кроется в поддержке, трудолюбии и доверии тренеру. Ну, тут очень хороший зал. Это, во-первых, есть условия, где тренироваться, готовиться к соревнованиям. А во-вторых, дети все очень стараются, и это видно. Они прям выходят, улыбаются. Но самое главное – здоровье, терпение. И вот, чтобы у каждого ребенка горели глаза. И они, наверное, любили то, да, чем они занимаются. Это самое главное. Аделина Сотникова – заслуженный мастер спорта, первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачете, двукратный серебряный призер чемпионатов Европы, чемпионка мира среди юниоров и четырехкратная чемпионка России. В рамках фестиваля спортсменка провела олимпийский урок, мастер-класс, где продемонстрировала технику правильного скольжения, а также современные технические элементы фигурного катания. Расписание очень плотно. Я только в 7 утра прилетела, и максимум 3 часа у меня было в гостинице отдохнуть, и уже приехали на репетицию, потому что в 9 вечера у нас будет шоу. Сейчас будет мастер-класс. После мастер-класса мне надо будет еще выйти на сцену, наградить людей, поэтому расписание очень такое бешеное, и тут главное выдержать мне. А какие-то ожидания от наших якутских юных спортсменов? Вчера посмотрела был мастер-класс Дианы Арины Авериной. Я увидела детишек, гимнасток, маленьких девочек. Достаточно был хороший уровень, как мне показалось. Я не гимнастка, но мне вот визуально четкие линии, красивые руки, хорошая растяжка. И я очень надеюсь, что сейчас фигуристочки выйдут на лед и тоже будут такие же ровненькие, натянуть ножки, показывать красивое скольжение. Так как я не знаю уровень подготовки, я не знаю, чего мне ожидать сейчас от детей. И также я не знаю, что им давать, потому что я не видела, как дети катаются. Но очень хочется, чтобы они моментально схватывали, понимали информацию, чтобы горели глаза, потому что очень важно, когда у детей горят глаза, они сразу же раскрываются по-другому. Ну и по ходу дела уже буду смотреть. Какие-то, возможно, нам какой-то краткий анонс того, что нас ожидает вечером на ледовом шоу? Вечером ожидает шоу по фигурному катанию. Я буду в том числе выступать на открытом льду. Ну и апофеозом праздника станет, конечно, торжественное закрытие фестиваля. Напомним, церемония закрытия второго республиканского молодежного фестиваля «Мусустар» пройдет в прямом эфире на телеканалах НВК «Саха» и «Якутия-24» сегодня. Трансляция стартует в 20:30 по якутскому времени. Кроме того, прямой эфир будет доступен эксклюзивно в группах телеканалов «Якутия-24» и НВК «Саха» в социальной сети ВКонтакте. Красочная уличная программа фестиваля «Мусустар» пройдет на территории Центра спортивной подготовки «Триумф». В 20:45 состоится передача символа холода российской фигуристки Аделине Сотниковой, которая с другими спортсменами выступит с ледовым шоу. Ну а в 21:40 организуют мэппинг, проекцию изображений и видео на стенах здания спорткомплекса. Ну а затем над «Триумфом» пройдет шоу дронов. Мы продолжим сразу после короткой рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Мы продолжаем программу. И возвращаясь к теме развития IT-отрасли у нас в республике. Сегодня специальности в сфере IT-технологий доступны для всех групп населения. Так, возможность освоить информационные компетенции предоставляет Нерюнгринский Южно-Якутский технологический колледж. Этот учебный год начался с открытия 4 новых мастерских. Такое обновление направлено в первую очередь на то, чтобы уровень среднего профессионального образования соответствовал международным стандартам.
На сегодняшний день функционируют 4 новые мастерские, оснащенные по стандартам WorldSkills. Они расположены во втором корпусе Южно-Якутского технологического колледжа. Все кабинеты оснащены по последнему слову техники. Закуплено новейшее оборудование, которое в Якутии представлено только здесь. Команда из 3 человек – дизайнер, менеджер и программист – работают над одним проектом. Студенты планируют выступить со своей работой на форуме разработчиков «Хакатон» и запустить его в работу. Проект заключается в том, чтобы сравнивать вейп-шопы нашего города по ценовой политике. То есть, чтобы клиент сам мог выбрать, что и за какую цену он может покупать. В России за год очень популяризовалась тема вейпинга. И вот у любого вы можете спросить, я думаю, все ответят, что знают, что это такое. Ребята работают над созданием мобильного приложения, с помощью которого можно упростить покупку вейпа. Здесь у нас предупреждение о том, что тебе 18 лет, потому что это магазин у нас будет для совершеннолетних. Мы нажимаем то, что мне есть 18 лет. Здесь у нас панельки, какие магазины, это дизайн у нас занимается другая девочка. И дизайном именно она занимается. Мы нажимаем на магазин, каталог. Я пока что еще не сделала, чтобы нажимание было. Вот пока что делаю каталог. Материально-техническая база позволяет готовить студентов к различным внеучебным мероприятиям. WorldSkills, Hackathon плюс дополнительная проектная деятельность. Учащиеся имеют возможность проходить стажировку и во время обучения, а в дальнейшем продолжают работать по специальности. В рамках данных мастерских занимаются студенты в первую очередь в рамках стандартного образовательного процесса. У нас есть дисциплины, посвященные данным компетенциям. Также у нас есть замечательный преподавательский состав, который прошел дополнительную подготовку, обучился именно, чтобы более углубленно знать данные свои компетенции, чтобы более профессионально подготовить студентов наших. Мастерские занимают весь 3-й этаж. Общая площадь более 800 квадратных метров. Косметический ремонт выполнен согласно концепции федерального брендирования. Каждой мастерской свои требования. Определенная цветовая палитра, пиктограммы, навигации и многое другое. У нас самое лучшее оборудование, по крайней мере, в республике. То есть у нас есть компетенция интернет-вещей, там у нас есть робот. Насколько я знаю, в республике вообще такого у нас нету, по крайней мере, на данный момент. То есть это очень уникально. То есть приезжали к нам на нашу площадку проводить региональный чемпионат WorldSkills по этой компетенции, просто ввиду того, что у нас именно уникальное оборудование для непосредственно республики. Сегодня это самые технически укомплектованные площадки в республике, что позволяет колледжу развиваться во всех сферах. А в будущем позволит вывести уровень профессиональной подготовки студентов на новый уровень. Ведь главная задача учебного процесса – подготовка конкурентоспособных и востребованных на рынке труда специалистов. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Новые технологии на этот раз в строительстве осваивают в Ленске. Вентилируемый фасад, теплопункт внутри дома, панели с вмонтированной проводкой. Эти и другие технологии впервые используют строители Ленска на новом объекте. Инновационные многоэтажные дома строятся в рамках программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Анна Кожевникова побывала на стройке. Сейчас работники устанавливают кронштейны для дальнейшего монтажа вентилируемого фасада. Вентилируемый или навесной фасад состоит из нескольких слоев, между которыми предусмотрено небольшое воздушное пространство. Оно обеспечивает воздухообмен и защищает стены от скопления влаги. Это ноу-хау в возведении многоэтажных домов в Ленске применила компания «Республиканское ипотечное агентство», которое с прошлого года стало одним из застройщиков в рамках реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Облицовка здания будет завершена в ближайшее время. Фасадные работы в стадии окончания. Отделочные работы начаты сейчас, начаты работы по кровле. Способ строительства многоэтажных домов также отличается от популярных в Ленске. По ряду причин оно может быть быстрее и проще, потому что монтаж целиком нашего здания, мы его смонтировали за 2 месяца этих панелей. А вот все остальные работы, и плюс отделочных работ меньше, потому что вот за вот 3 семерки у них перегородки, штукатурить надо. У нас значительно меньше перегородок, которые, необходимо, штукатурить, отделывать панели уже с встроенными, с проводкой, там прочее. Что же касается звукоизоляции, чем обеспокоены будущие жильцы этих домов, по мнениям специалистов, проблем возникнуть не должно, так как монтаж панелей выполняется в соответствии с требованиями строительного надзора.
Все выполняется согласно проекта. Если есть какие-то нюансы, какие-то недочеты, все это отрабатывается напрямую с непосредственным, получается, проектировщиком. И все на месте решается, чтобы это все потом в дальнейшем никаких не было проблем, никаких не было форс-мажорных обстоятельств. Холодная зима внесла корректировки в планы строителей, но качественная реализация современных технологий предполагает соблюдение всех требований. И у нас были задержки строительства из-за температурного режима, минус 50 градусов, работы были приостановлены на определенный срок. Когда температура наружного воздуха нормализовалась, в дальнейшем продолжают работы. Республиканское ипотечное агентство первыми в Ленске использовало инновацию в теплоснабжении многоэтажных домов. Внутри подвала у нас теплопункт стоит, то есть стоят теплообменники и стоят насосы. То есть у нас замкнутая система отопления, то есть она более долговечная, потому что один раз залив водой, она не меняется, то есть она меньше ржавеет, меньше отложения различных солей, металлов и прочее. Но она более эффективно будет работать, и в ней будет более низкое давление, чем в центральной системе отопления. Достоинства такой системы отопления очевидны. Это равномерность распределения тепла на больших площадях, удобный терморегулятор, легкость и простота технического обслуживания, долговечность. А для будущих новоселов, которые за долгие годы жизни в аварийном жилфонде настрадались из-за отсутствия тепла, а зачастую воды, это счастье. Люди переедут в новое жилье из аварийного жилья, и изменят свои условия проживания. Это очень важно, когда ты приходишь домой, и дом чистый, новый, присутствует холодная вода, горячая вода, центральная канализация. То есть, это комфорт и удобство для проживания. Благодаря стремительному развитию современных строительных технологий и их успешного применения в Ленске появляется комфортное жилье, и облик города становится привлекательнее с возведением каждой новой высотки. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Отличные новости и из Верхневилюйска. Там на этой неделе торжественно открыли новый детский сад «Теремок». Центр развития ребенка, детский сад номер 2 «Теремок» рассчитан на 240 мест. В трехэтажном здании разместятся 12 групп. Каждая комната оснащена современным оборудованием и мебелью, специально предназначенной для детей. Здесь есть даже компьютерный класс. Среди гостей на открытии были ветераны, директора и заведующие школ и садов Верхневилюйского района, а также депутат Элтумен Республики Феодосия Габышева. Мне это очень приятно, и мы сделали очень хороший презент того, что нет в России, имели такой продукт новый, совершенно презентовали здесь. И я думаю, мы будем поддерживать, и надеюсь, наши отношения с Верхневилюйском улусом будут только развиваться. Тем временем в шахтерском поселке Джибари-Кихая другая проблема. Дело в том, что в связи с продолжающимся миграционным оттоком населения назрела необходимость скорейшего решения вопроса по дополнительному финансированию на снос аварийных домов и бесхозных строений. Материал Марии Винокуровой далее. В поселке Джибари-Кихая раньше проживало почти 5000 человек, а теперь, по официальным данным, осталось чуть более 1000. Приобрести трехкомнатную квартиру со всей обстановкой за 50 тысяч – это не фантастика, а суровая реальность. Жилфонд поселка заселен на 70%, пустует свыше 50 квартир, за которые администрация поселка несет немалые расходы перед ресурсоснабжающими организациями. Большая часть квартир находится в таких местах, которые невозможно отрезать от отопления, допустим, или от электричества, потому что они находятся внутри дома и ухудшат рядом проживающие условия соседей. Поэтому приходится содержать и оплачивать их затраты. Сегодня в Джибари-Кихая числится 14 расселенных пустующих домов, свыше 70 бесхозных строений. Федеральной программой переселения граждан из аварийного жилого фонда не предусмотрено финансирование на снос расселенных домов, поэтому ветхие дома, теплицы, гаражи, сараи так и остаются на местах. А это, в свою очередь, создает пожароопасную ситуацию в самом поселении. Не предусмотрено финансирование и на снос вот этого аварийного пятиэтажного дома. Он тоже представляет опасность обрушения. Поселок у нас компактный, и это лицо поселка. Много машин приезжает, гостей. И удручающий вид, конечно, не радует, наверное, глаз. Также не только жителей поселка, но и тех, кто к нам приезжает. Необходимо сносить это все. Все дома двухэтажные. Требуют средств тоже.
Ну и как-то облагородить, засыпать, деревья посадить, наверное, было бы идеально в нашем случае. В конце марта в поселок Джибари-Кихая ожидается приезд правительства республики. Администрация поселения очень надеется, что все поставленные вопросы найдут свое решение, а жители будут жить и работать достойно. Мария Винокурова, Джибари-Кихая, Тампонский район. Мы обязательно продолжим сразу после короткой рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Мы продолжаем программу. На этой неделе в Музее истории и культуры народов Севера имени Емельяна Ярославского открылась выставка, посвященная 90-летию со дня рождения заслуженного артиста РСФСР, народного артиста ЯССР, лауреата Государственной премии Якутии имени Платона Аюнского, писателя Гаврила Колесова. Сын колхозника ребенком увлекся народными сказками, песнями. Слушая Алан Хасутов, запоминал сюжеты и песни. В 1954 году впервые исполнил Аланхо Нюргун Баатур «Стремительный» Платона Аюнского. О самородке из народа материал Ирины Григорьевой. Здесь его блокноты, записная книжка. Экскурсовод Виктор Николаевич в перчатках достает бесценный экспонат. Это рукописи величайшего из аланхасутов XX века. Самородок из народа Гаврил Колесов был не просто артистом, певцом, писателем. Он внес огромный вклад в сохранение якутского языка и национальной культуры. В 1954 году впервые исполнил Аланхо Нюргун Баатур «Стремительный» Платона Аюнского. Работал артистом в Якутском драмтеатре. Им создан целый ряд острохарактерных образов в драматических и музыкальных спектаклях. Каждый образ – эталон для последующих поколений артистов. Рукописи, они действительно работают как машина времени, особенно если их читать, если вникать в них, потому что это позволяют человеку погрузиться в, скажем так, заглянуть в голову очень неординарному, одаренному человеку. Судьба вела Гаврила Колесова через множество испытаний. Закончил он всего 3 класса. Малолетку назначили поводырем быка, носильщиком еды сенокосчиком, сборщиком колхозных урожаев, а дома он ухаживал за детьми старшей сестры. В 15 лет он возглавил художественную самодеятельность родного села Батора, а в 16 лет стал завклубом. Сдавая в якутское колхозное мясо, однажды он решился пройти прослушивание в радиокомитете у Галины Кривошапко и был принят в хор. Дальнейшая карьера была стремительной. На выставке представлены книги, рукописи, награды Гаврила Колесова. Около 100 фотографий, личные вещи, которые на выставку передала его дочь Оксана Гаврильевна. Но главное его наследие – это его голос. В 1968 году он записал полный текст Аланхо Нюргун Баатур «Стремительный». Необычно образный, музыкальный, сочный, родной якутский язык. Сокровищница великих устных сказаний. Аланхо Платона Аюнского Нюргун Баатур «Стремительный» в исполнении Гаврила Колесова – это уникальный шедевр, записанный на грампластинках фирмы «Мелодия» в 1968 году. Его дочь Оксана Гавриловна Колесова в то время училась в специальной школе при Государственной консерватории имени Римского-Корсакова. С теплотой вспоминает то время, когда они были вместе. Отец тогда был в прекрасной творческой форме, вспоминает дочь. Народный артист учил и вникал в текст этого Аланхо на протяжении 15 лет. Работа в звукозаписи длилась почти месяц. Это был уникальный творческий подвиг уникального человека. До сих пор остается загадкой, как Гаврил Колесов мог запомнить 36 тысяч стихотворных строк и воссоздать своим голосом партитуру всех персонажей гигантского эпоса Аланхо. Необычные колоритные образы созданы Гаврилом Колесовым. Легендарного Нюргуна, юного Юруньолана, красавицы Туяры Мако, женщины-богатыря прекрасна Квис Нюргун, богатырей Нижнего мира. Вот Усутакай, Эсех Харбыя и многих других. Эта запись, конечно, она уникальна сама по себе, потому что, по-моему, даже ни у одного народа, населявшего тогда вот Советский Союз, нет такой качественной, высококачественной, можно сказать, даже мирового уровня записи, потому что
один человек, который исполняет на протяжении такого большого количества времени, с большим воодушевлением, настолько люди, даже не знающие языка, даже иностранцы, они чувствуют вот эту энергетику, которая передается. За кадром титанического труда стерлись многие факты. Например, легендарный зал придворной капеллы не подошел для записи певца-декламатора. Приходилось даже перед записью выносить на сцену огромные деревянные акустические щиты и сооружать из них подобие шалаша, а по окончании записи демонтировать. И даже с оформлением пластинки связано много историй. Мною найдена в нашем архиве открытка от Пухова, научного руководителя записи, который уже после окончания записи отправил письмо, поздравление с 7 ноября, и в нем он сетовал на то, что не прислушались к его мнению и взяли в оформители, то есть в иллюстраторы этой записи и содержание Олонхо художника-графика Валериана Васильева. Но это совершенно правильный, единственно возможный, как теперь показало время, выбор именно графического видения, потому что мне кажется, что графика, она передает какие-то архаичные черты древности. Главным делом жизни Гаврила Колесова была популяризация Олонхо. Народный артист знал и исполнял Олонхо многих авторов. Эти записи есть в фондах радио. После первых передач начали мешками приходить письма от восторженных слушателей из разных уголков республики. Люди собирались у радиоприемников в клубах, сельсоветах, всюду, где только были громкоговорители. Они все вместе слушали. Это был такой-то, какая-то вот каждый день была какая-то акция по возрождению и звучания, и знакомства всех, и все вбирали в себя. Ну вот получилось так, что вот в крови у нас остался этот эпос благодаря вот такому невероятному подвигу нашего Гаврила Гавриловича Колесова, который благодаря своим природным гениальным способностям абсолютного слуха, потому что это невозможно. Вот даже Марк Николаевич Жирков, он всегда ходил со скрипочкой, да, чтобы и ноточку подобрать, вот какая там нота-то, чтобы записать ее. А этот человек, у него просто была, он весь был как вбирающий музыку, вот этих, все тонкости. Известно, Аюнский как-то пророчески предрек, что скоро родится тот, кто сможет исполнить его Олонхо целиком. И это сделает Олонхо бессмертным. Нам повезло. Мы обладаем живым наследием, оставленным двумя уникальными людьми – Платоном Аюнским и Гаврилом Колесовым. Ирина Григорьева, Григорий Николаев, Георгий Григорьев, Якутск. И о туризме. Правительство выделило 7,5 миллиардов рублей на программу возврата половины стоимости путевки в детские лагеря. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Правила программы в новом сезоне останутся прежними. Родитель покупает ребенку путевку в детский лагерь с помощью карты МИР и в течение 5 дней получает на эту же карту 50% потраченных средств. Максимальный размер возврата – 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного ребенка не ограничено. Ну а для семей с несколькими детьми получить возврат можно с каждой купленной путевки. Продажи путевок начнутся в ночь с 30 на 31 марта. Отправиться в детский лагерь можно будет с 1 мая. Между тем, в Якутии может появиться еще одна точка притяжения для туристов, причем не только из России. Потенциал северных широт оценила команда полярного исследователя Богдана Булычева. Автомобильная экспедиция завершилась буквально на днях. И сразу с несколькими рекордами. Что поразило опытных путешественников, выяснял Максим Кардозу. Это мыс Паксово на Барском районе. Он считается самой северной материковой точкой на Дальнем Востоке. И именно сюда исследователи планируют привозить туристов. То есть турист должен туда приехать, и просто должно быть осознание того, что он находится на краю, может быть, земли, да? Там есть такая вот самая его особенность. Он напоминает корабль, вот как «Титаник». То есть это прям 50 метров отвесные скалы в обе стороны, абсолютно треугольный такой выступ прям кораблем.
Внизу у тебя ниже 50-метровой этой высоты торосы изо льда под двухэтажное здание. Справа открытая вода, потому что там сходятся два течения, течение Анабара и с моря Лаптевых. Все это невероятно красиво, парит, белые медведи, очень сказочно. И рядом стоит маяк, прям тут же на мысе. И вот антураж невероятный. Команда Богдана Балычева отправилась в это путешествие по заданию китайского туроператора. В Поднебесной много желающих побывать в Арктике, познакомиться с жизнью коренных народов. И этот якутский мыс может стать идеальным местом для приема иностранных гостей. Именно для того, чтобы привозить туристов вот на такую точку, где они будут получать эмоции, где они будут добираться до самого края Земли. Вот если мы говорим про азиатские страны, про Китай, то это Дальний Восток, они ассоциируют себя с ним, и добраться до самого края своего региона, вот своего, так скажем, практически материка, это очень круто. Вот именно это мы прорабатывали в этой экспедиции. Экспедиция до конечной точки для путешественников тоже стала настоящим приключением. Команда проделала весь путь по зимникам на машинах и даже установила 2 рекорда. Ни разу автомобиль не заезжал за 74-ю параллель северной широты. А вот как раз, когда ты приезжаешь на мыс, то прямо на мысе эта параллель как раз ты ее переступаешь. То есть если с навигатором делаешь шаг, то ты как раз 74-ю переступаешь. И второй вопрос. Достижение самого мыса на автомобилях. Туда тоже никто не добирался. Он труднодоступный, очень своеобразный. Но для того, чтобы мыс Пакса стал настоящим туристическим объектом, там нужно провести генеральную уборку, продумать размещение, логистику. Все эти вопросы решаемы. И, по словам членов экспедиции, первые гости смогут там побывать уже в следующем году. А на карте Якутии появится еще один уникальный центр притяжения мирового уровня. Максим Кардоузу, Виктор Олесов, Москва. Что ж, именно такой была эта неделя. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Для вас в студии работал Иван Лазаренко. Я с вами прощаюсь. Берегите себя.